Доброе утро, наши дорогие телезрители. Доброе утро, Республика. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня у нас пятница, и этот пятничный день сегодня встречаем мы, Вероника Тантосова и Руслан Ачиров. Сегодня, как всегда, дарим вам хорошее настроение, особенно в конце недели. Итак, что будет? Будет все, как всегда, отлично. Но самое интересное, мы расскажем, как приготовить самый-самый-самый вкусный и полезный завтрак. Также поделимся, что можно увидеть в музеях нашей республики. Поговорим с гостями о том, как приобрести квартиру вашей мечты, и еще море всего интересного. Ну а в конце эфира, как всегда, подарим музыкальный подарок. Да, ну а также напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, который нам пригодится буквально через несколько минут. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Среди подписчиков сегодня мы проведем небольшую викторину. Будет вопрос и подарок, да, сертификат от ювелирной фирмы КРГ. Сегодня достанется кому-то из правильно ответивших первыми, да? Полный правильный ответ. То есть, и напоминаем, что те, кто будет свои ответы даже чуть-чуть корректировать, к сожалению, из гонки за подарком выбывают. Да, но об этом мы поговорим после того, как узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 3-6 градусов выше 0, в заречной группе 7-12 градусов тепла, в южных -1, +1, в Вилюйской группе +1, +2, Нижнеленских +1, +3, в западах от 0 до 2 градусов тепла, в Колымо-Дигирской группе -9, +4, в Янских 6, ниже 0, 5 градусов тепла. На северо-западе -9, -11. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра 6 градусов тепла, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер западный 4-9 метров в секунду, порывы достигнут до 15-18 метров в секунду. Температура за окном 8-10 градусов тепла будет днем. Ну, достаточно хорошая температура, даже несмотря на небольшой дождь, который сейчас идет. Да, еще ветерок, кстати, в Якутске порывами достаточно сильными. Я знаю, я ехал на велосипеде, меня чуть обратно домой не задуло. В общем, будьте... Мы рады, что ты добрался до нас. Да. Ну, а теперь давайте перейдем к нашему вопросу в телеграм-канале. Открываем телеграм-канал, сейчас он будет там продублирован. И, соответственно, первый, кто... уже даже мне подсказывает, уже размещен этот вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Он вообще у нас сегодня на внимательность. Да? Кто смотрит наши эфиры, думаю, с легкостью на него ответит. Вчера гостьей нашего эфира была Лена Николаевна Павлова, доцент кафедры журналистики Северо-Восточного федерального университета, с которой мы говорили на тему общения в социальных сетях. И если вы слушали внимательно наш разговор, то сможете запросто ответить на наш вопрос. Итак, какое приветствие нельзя использовать в общении с вышестоящими по рангу? То есть вы пишете в соцсетях, и какое приветствие нельзя использовать в общении с вышестоящими по рангу? Да, в социальных сетях, в мессенджерах. И, соответственно, ваши ответы мы ждем под вопросом в телеграм-канале. Ну а прямо сейчас переключаемся на новости, узнаем самую полезную и достоверную информацию. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Якутия вошла в число лучших на Дальнем Востоке по проводимой демографической и семейной политике. Об этом сообщил директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк. Также он предложил тиражировать опыт Якутии и Сахалина, включая меры по рождаемости. Отметим, Якутия за 5-летний период достигла заметных успехов в рождаемости. Регион активно реализует широкий перечень мероприятий для поддержки материнства и детства в рамках нацпроекта «Демография». Круг целей, на которые могут быть направлены средства республиканского материнского капитала «Семья», расширился. Так, наряду с приобретением и ремонтом жилья, покупкой автомобиля, деньги можно направить на образование одного из детей, а также на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитацию и стоматологические услуги. Напомню, республиканский материнский капитал «Семья» полагается семьям при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей. В настоящее время сумма составляет 300 тысяч рублей.
Помимо традиционного направления средств, это приобретение жилья, ремонт жилья, приобретение автотранспорта, получение образования ребенком, также высококвалифицированная медицинская помощь, если вдруг нужна какая-то операция, дополнена возможность использования данных средств и направление на получение стоматологической помощи, если она нужна, и ортодонтической помощи. В Мирнинском районе школьникам организуют увлекательный и разнообразный летний отдых. Планируемый охват летней кампании – более 3000 школьников. Они смогут выбрать одну из 18 площадок, которые созданы при образовательных учреждениях, также 9 лагерей труда и отдыха. Летняя программа разноплановая. Она включает в себя как профильные лагеря, так и основывающиеся на дневном отдыхе детей. Оздоровительная кампания начнется уже с 5 июня. Планирует выезд детей в Сочи с предоставлением бесплатных путевок. Министерством образования и науки также выделены 33 путевки бесплатные в Краснодарский край, в летние оздоровительные учреждения. И для детей-участников специальной военной операции 40 путевок также выделены Министерством образования для отдыха в Краснодарском крае. Управлением образования приобретаются путевки по заявкам родителей для детей-участников СВО в нашем лагере «Орленок». Автобусы временно перестанут делать остановку на студгородке в Якутске. Сообщается, что на участке дороги улицы Аюнского проведут ремонтные работы в рамках подготовки к играм «Дети Азии». В связи с этим маршрутные автобусы номер 17, 18 и 100 временно прекратят осуществление посадки и высадки пассажиров на автобусной остановке «Студгородок». Ближайшими автобусными остановками будут стадион «Юность» и Мусхая. Чемпионат России по спортивной борьбе памяти Михаила Николаева пройдет в Якутске. Чемпионат России по спортивной борьбе среди студентов памяти первого президента Якутии и первого президента Федерации по спортивной борьбе Михаила Николаева состоится в столице республики по 19 мая во Дворце спорта «50 лет Победы». На соревнованиях будут разыграны путевки на Всероссийскую летнюю универсиаду. В чемпионате примут участие спортсмены в весовых категориях от 55 до 130 килограммов в дисциплинах греко-римской борьбы и вольной борьбы. И что? Сейчас фотографии никого не удивишь. Фотографий очень много у нас в смартфоне, дальше больше у каждого целый фотоальбом в смартфоне, цветных, хороших изображений. А вот 17 мая 163 года назад впервые была продемонстрирована цветная фотография. Чтобы ее получить, делались 3 снимка через красный, синий и зеленый фильтры. А затем одновременно эти изображения проецировались через стеклянные сосуды с жидкостью того же цвета. Представляете, какой процесс был сложный? Да. То есть, и сейчас я открываю смартфон, у меня все уже есть. А Да, там... ну в наши дни действительно уже не удивишь таким процессом, но тем не менее, я думаю, процесс еще сложнее, который происходит у нас в смартфонах и вообще в фотоаппаратах. Но нам, как обывателям, нужно просто только нажать на кнопку, и цветная фотография уже у нас в кармане. Ну что, соответственно, это было 17 мая 163 года назад. Свет увидела первая цветная фотография. Но какие еще важные события произошли в этот день, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества. По народному календарю – Пелагея-заступница – день баклушников. На Руси святая Пелагея всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам. День святой Пелагеи называют еще днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки баклуши. Этот день в истории основан город Монреаль. На русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. Открылись 9-е летние Олимпийские игры в Амстердаме. На территории Московского Кремля был найден большой кремлевский клад. В этот день родились Сергей Соловьев, русский историк, академик; Анри Барбюс, французский писатель и журналист; Жан Габен, французский актер театра и кино; Лидия Видиман, финская лыжница, олимпийская чемпионка; Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана. Именины сегодня отмечают Иван, Исакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Пелагея.
И еще одна хорошая новость. Субсидии на авиаперелеты могут распространить на людей с ограниченными возможностями, которым присвоена инвалидность 2 и 3 группы. Соответствующее предложение депутатов поддержал Минтранс России. Сейчас программа субсидирования авиабилетов распространяется на различные льготные категории, включая инвалидов 1 группы. Однако в нем отсутствуют лица, имеющие инвалидность 2 и 3 группы. Замечательно, что людям с ограниченными возможностями здоровья сегодня государство уделяет больше внимания. И было бы хорошо, если бы и путешествия стали доступны. Ну а сегодня мы расскажем о технических средствах реабилитации для людей с инвалидностью, какие есть способы для ее получения бесплатно из Фонда социального страхования. Ариан Чукров еще в 20-летнем возрасте во время службы в армии потерял ногу. С тех пор ее заменяет протез. Уже не упомнит, сколько их было за более чем 30 лет. Если первые протезы были довольно топорными, то с недавних пор используют высокотехнологичные. И они даже настраиваются через компьютер. У меня вот этот протез, например, уже 3-й, можно сказать. В этом году я собираюсь тоже получить. У меня срок уже подошел. Жду. Что немаловажно, дорогостоящие протезы людям с инвалидностью можно получить совершенно бесплатно через отделение Социального фонда России. И не только протезы конечностей. В этот перечень входят все технические средства реабилитации, такие как слуховые аппараты, инвалидные кресла, адаптированные смартфоны и даже специально обученные собаки-поводыри для незрячих, предусмотренные индивидуальными программами реабилитации. Но все же большая часть технических средств реабилитации, 77%, приходится именно на протезы и протезно-ортопедические изделия. Изготовлением большинства видов протезов рук и ног и даже бионических занимается якутская компания «Ортомед Плюс». Сейчас вот для участников СВО, ну и вообще в целом для граждан с ампутацией тенденция идет изготовление именно высокотехнологичных протезов. Ну и так как у нас особые климатические условия в Якутии, очень большое внимание уделяется на качество и комплектующих. Все комплектующие у нас в основном импортные, но сейчас уже импортозамещение идет, и в России тоже начали изготавливать хорошие комплектующие. Ариан Чукров благодаря высокотехнологичному протезу, как сам признается, порой даже забывает, что у него нет ноги. И настолько современный аппарат совершенен, что позволяет даже заниматься спортом. Мужчина увлекается теннисом и занимает призовые места в городских и республиканских чемпионатах. Для инвалидов, для социальных слоев спорт это все равно. Как воздух, как все равно нужен. Так что надо тренироваться. Чтобы человек с инвалидностью чувствовал себя неограниченным в своих действиях, важна эффективная реабилитация. И технические средства намного облегчают и быт, и повседневные нужды. А получить их с людям с инвалидностью можно, обратившись в отделение Социального фонда по республике. Сейчас действует 3 способа получения таких технических средств. Это натуральный, когда закупка производится через сам фонд. Компенсационный, когда гражданин сам приобретает товар, затем ему возмещается сумма покупки. И приобретение с помощью электронного сертификата. Можно получить через электронный сертификат более 300 разных видов технических средств реабилитации либо протезно-ортопедических изделий. Данный вид способ получения является наиболее предпочтительным и удобным и быстрым для гражданина. Более подробно о способах получения технических средств реабилитации и их видах можно ознакомиться на сайте отделения Социального фонда по Республике Саха-Якутия. Туяра Филиппова, Аильда Махно, Якутск. В Якутске пройдет студенческий чемпионат России по спортивной борьбе. Соревнования станут отборочными на Всероссийскую универсиаду 2024, чемпионат мира среди студентов Китая и чемпионат России 2025 года среди взрослых. И сегодня в нашей студии Мурат Станиславович Астаев, президент Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Расскажите о Национальной студенческой лиге спортивной борьбы, как организован календарь и какие в нем соревнования. Национальная студенческая лига спортивной борьбы была учреждена 2,5 года назад. Учредителями являются Российский студенческий спортивный союз совместно с Федерацией спортивной борьбы России. Лига в целом была создана для содействия выполнению указа президента, повышения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом. В целом мы сейчас занимаемся по популяризации спортивной борьбы,
как в образовательных организациях, так и в организациях среднего образования, да, профессионального, да, СПО. Вот. И, соответственно, одна также из основных задач у нас — это подготовка спортивного резерва для национальных сборных команд. Ну, то есть достаточно такие амбициозные планы, чтобы потом победители выходили уже в сборную. Да, все верно. Ну, вот ранее в интервью вы говорили, что национальная студлига отказалась от региональных этапов. Как это отразилось на участии сибирских и дальневосточных вузов? Ну, вот в течение двух лет мы на самом деле пробуем разные варианты проведения именно сезона студенческого. Учитывая, что он у нас проходит в параллель с учебным годом, это с сентября по июнь, мы сейчас пытаемся вычислить наилучшую конструкцию, именно структуру проведения, для того, чтобы это было удобно и студентам, и был смысл проведения энного количества мероприятий, да, таких этапных именно. Вот. И мы не то чтобы взяли, просто отказались от региональных, мы повысили их статус до всероссийских, и, отталкиваясь от географической карты нашей страны, постарались их раскидать таким образом, чтобы у каждого студента в нашей стране была возможность поучаствовать в том или ином этапе. То есть в каждом этапе есть возможность отбора на более крупные соревнования студенческой лиги. Ну, то есть обмен опытом, путешествия студентов, что тоже их мотивирует по-своему заниматься спортом. А как лига вообще стимулирует развитие спорта в студенчестве? Все верно, да. Это как раз таки для этого все мы и делаем, для того, чтобы студенты могли взаимодействовать, знакомиться. И вот эта борцовская дружба укреплялась, которой в спортивных кругах мы славимся. Но студенческая лига проделывает на самом деле большую работу. Помимо того, что мы проводим отборочные этапы, мы стараемся большое количество времени уделять именно патриотической составляющей, диалогами на равных со студентами. Привлекается большое количество олимпийцев из спортивной борьбы, заслуженных мастеров спорта, которые проводят мастер-классы, открытые уроки в школах, и тем самым мы как бы пропагандируем здоровый образ жизни, любовь к стране и правильные ценности жизненные. А вот есть ли какие-то советы, как можно заинтересовать студентов заниматься спортом? Ну, учитывая сегодняшние, на самом деле, тенденции, наверное, на мой взгляд, сугубо субъективное, что сейчас молодежь смотрит на то, что модно. И одна из основных задач — сделать занятие спортивной борьбой чем-то таким модным, современным, чтобы ребята понимали, что там, занимаясь борьбой, они не только там достигают каких-то спортивных результатов, да, но и в целом могут завести новых друзей. И вот именно комьюнити, которое мы пытаемся сейчас собрать, оно состоит не только из спортсменов. То есть там есть и менеджеры, которые отвечают за команду, ну, то есть своего университета, и ребята, которые обслуживающий персонал на соревнованиях. И все это как бы помогает нам такой правильный баланс между спортсменами и ребятами, которые около спорта, но все вместе, чтобы все это в таком направлении. Получается, задействовать как можно больше людей. Именно. А есть какие-то такие, не знаю, лидеры, скажем, которые уже продвинулись из спортивной студенческой лиги в спорт высших достижений? Да. На сегодняшний день у нас порядка 7 человек, которые в прошлом году участвовали в 2 и более стартах студенческой лиги, они уже являются членами сборной команды страны. То есть и во взрослом у нас 2 человека сборной, и в команде Ю-24 порядка 4 человек. И ребята уже себя проявили на международной арене, и мы не можем этим не гордиться. Естественно, мы не можем сказать, что это полностью заслуга студенческой лиги, но в целом, участвуя в соревнованиях студенческой лиги, они повышают свое спортивное мастерство, и какой-то вклад мы на сегодняшний день уже делаем. Ну, это хорошее достижение в сборной. А что ожидать от предстоящего чемпионата?
пройдет? Ну, предстоящий чемпионат обещает быть очень интересным, качественным, потому что мы разыгрываем путевки не только на Всероссийскую универсиаду, но и на чемпионат России 2025 года, взрослый чемпионат основной наш. И также финалисты чемпионата России среди студентов получают путевку на первенство России до 24 лет, которое пройдет вот в августе месяце. Ну, здорово. Да. Мне кажется, этого не хватало в нашем студенчестве. Действительно. Давайте напомним, когда пройдет чемпионат. Чемпионат будет проходить с 16 по 20 мая. Всех очень ждем, всех приглашаем. Все делается для вас, зрители. Все красивые схватки ребята стараются показать именно вам. Приходите. Спасибо за поддержку спорта. Ждем ваших новых достижений. Спасибо большое. Проснулись, улыбнулись, и, по-моему, самое время для завтрака. В какое время нужно завтракать? Это зависит и от индивидуальных особенностей, и от графика жизни. При стандартном режиме учебы, работы это промежуток с 7 утра до 9 утра. Завтракать лучше всего через 20-30 минут после подъема. В идеале перед завтраком следует провести легкую зарядку или гимнастику. Также диетологи рекомендуют выпивать натощак стакан воды комнатной температуры. Так пищеварительная и эндокринная системы подготовятся к первому приему пищи. Довольно часто встречаются случаи, когда организм не испытывает по утрам голода, и человек не завтракает или ограничивается символическим минимумом. С этим надо бороться. Важно ввести эту полезную привычку в свой график. Через 2 недели организм уже сам будет просить покормить его утром. А мотивировать себя, например, можно тем, чтобы завтрак был не только вкусным, полезным, но и красивым. Вот сейчас мы расскажем об одном таком варианте. Доброе утро, Якутск! Меня зовут Андрей, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы с вами приготовим быстрый десерт из творога за 5 минут. Для этого нам понадобится творог 200 грамм, горький шоколад, мандарин, персик консервированный, грецкие орехи, сахарная пудра и мед. Первым делом, с чего мы начинаем? Мы берем наш творог, добавляем туда столовую ложку меда и все это хорошенько размельчаем. Вообще завтракать с творогом, мне кажется, это самая хорошая идея, потому что творог содержит очень много белка и кальция. Ну а также, если вы ходите в спортзал, то он помогает для набора мышечной массы. Для измельчения мы используем блендер. Отложим пока это в сторону. Дальше мы берем грецкие орехи и половину из них нам нужно будет измельчить, но не сильно мелко. Можно использовать для этого нож, скалку, чем удобнее. Шоколад нужно настругать тоже ножом. Можно использовать терку крупную. Половину мы используем в нашу творожную массу, половину мы оставим для украшения. Ножом получается более-менее красивее, нежели чем на терке. Все равно шоколад имеет свойство таять, и по терке он просто размажется. Далее мы берем персик консервированный и половину мандарина. Все это мы сейчас превратим в пюре. Добавляем сюда мед, остатки меда, как раз еще 1 столовая ложка. Данное количество ингредиентов как раз рассчитано на 2 персоны. Мы добавляем грецкие орехи, половину горького шоколада в творожную массу и все это перемешиваем. Но уже не перебиваем блендером, так как просто орехи и наш шоколад, оно все измельчится. И уже будет не актуально то, что мы делали с ним ранее. Просто вилочкой все это перемешиваем. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений можно добавить сахарную пудру. Кто любит послаще, если сахар не нужен, то можете не добавлять. Вот. Почему я использую сахарную пудру? Потому что она мелкая и быстро растворится. Если использовать обычный сахар, то эти крупинки они будут не совсем приятно играть во рту.
хрустеть на зубах. Равномерно распределяем творожную массу. И добавляем теперь фруктовое пюре. Для украшения можно использовать дольки мандарина и горький шоколад, стружку горького шоколада. Наш легкий и быстрый завтрак готов всего за 5 минут. Приятного аппетита! Ну, я думаю, что все мы любим путешествовать, и многие из нас предпочитают использовать для этих целей самолеты. Нашими верными попутчиками в таких случаях становятся улыбчивые бортпроводники, которые готовы прийти на помощь в любую минуту во время нашего полета. Не всегда на борту самолета бортпроводниками были женщины. Первыми стюардами были именно мужчины. Но в 1930 году американская медсестра Эллен Черч изменила традицию. Она научилась управлять самолетом, после чего предложила свою кандидатуру на роль стюарда в авиакомпании Boeing Air Transit. Перевозчики решили, что это отличный ход. Если молодые девушки не боятся летать на самолете, значит, это совершенно безопасно. Больше об этой удивительной профессии узнаем прямо сейчас. Изящная форма, аккуратная прическа и макияж. Так выглядят девушки, которым авиакомпании доверяют заботу о пассажирах. Они внимательны, аккуратны и всегда встретят вас на борту приветливой улыбкой. Небесная фея Анна Голубкова работает в авиасфере уже 17 лет. По образованию Анна экономист, но рутинную офисную работу она променяла на неземную профессию и постоянные путешествия. Наша работа дает нам возможность путешествовать. Допустим, многие города я бы не посетила, если бы не наша работа, я так думаю. И новые знакомства нам дает, общение с коллегами, которые из них некоторые стали подругами, даже близкими. Конечно, работа очень сложная, как эмоционально, так и физически. И многие не выдерживают этого и уходят практически сразу. А те, кто остается, то остается надолго, так как авиация все-таки она не отпускает. Бортпроводник – это одна из самых ответственных профессий во всем мире. Это небесные спасатели, которые точно знают, что делать и как себя вести во время любой нештатной ситуации. Чувство безопасности, уют и комфорт пассажиров на борту самолета достигается благодаря слаженной работе бортпроводников. На самом деле профессия бортпроводник очень уникальна, так как она в себе совмещает очень много разных профессий. Это как и психолог, и врач, и спасатель, и пожарный. Мы должны и уметь спасти человека на борту, и оказать помощь, если надо, и роды принять. В полетах Анна проводит большую часть своей жизни, однако ей это не мешает быть хорошей мамой и женой. Дети всегда с нетерпением ждут свою маму с рейсов, а муж Вячеслав старается во всем помогать своей супруге. Ведь во время рейсов именно на его плечи ложится все хозяйство по дому и забота о детях. Ему нужно отвезти детей в садик, в школу, также их забрать, накормить, напоить. И он у меня с этим очень хорошо справляется. Главная поддержка, главное поддерживать ее. И я вижу, что эта профессия очень сильно нравится. И в любой ситуации мы стараемся ее поддерживать. Несмотря на постоянную занятость, Анна тоже старается проводить каждую свободную минуту с детьми. А кроме того, еще и успевает заниматься своим любимым хобби – шитьем. Особенно я люблю шить детские платья. Когда я сидела в 3-м декрете, то я начала шить на заказ. Для меня шитье – это медитация, это отдых, это можно отдохнуть наедине с собой. Именно благодаря бортпроводникам, так преданным своему делу, каждый наш полет на борту небесных судов превращается в волшебное путешествие. Небо кажется нам недосягаемым, а самолеты такими большими и опасными. Но благодаря этим небесным ангелам ты чувствуешь себя приветствуемым и драгоценным гостем во время каждого полета. Илана Захарова, Аэлита Махно, Якутск. Да, мне тоже удалось по рабочим моментам несколько раз пообщаться с представителями этой профессии, и все они очень преданные своему делу люди со своими историями, интересными случаями в работе. И для каждого из них вернуться домой – это настоящее счастье.
Хочется, чтобы он был красивым, облагороженным, и чтобы были хорошие условия для проживания. В последнее время пользуется популярностью такое понятие, как «зеленый проект». Его внедрение обеспечивает гармоничное развитие природы и общества, оказывает позитивное воздействие на качество жизни населения. Подробнее об этом в интервью нашей коллеги Катерине Винокуровой рассказали представители жилого квартала «Ленские высоты» Евгений Верещагин и Айсена Данилова. Доброе утро. Сегодня у нас очень интересная тема. Это зеленые проекты. Айсена, Евгений, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, почему сегодня, да, экология стала вот одним таким из ключевых факторов при выборе жилого комплекса? Расскажите, пожалуйста. Давайте, наверное, я начну. И если говорить про выбор квартиры для себя, то люди зачастую руководствуются ценой в первую очередь. И только потом обращаю внимание на окружение, инфраструктуру, в том числе коммерческую, социальную. И, к сожалению, только в последний момент руководствуясь именно уже выбором экологии, благоустройства или же классом энергоэффективности дома. И обращают на это внимание только потом, когда уже поселились в квартире, начинают в ней жить, и в том числе это сказывается на обслуживании тех квартир и тех домов, где люди в дальнейшем проживают. Ну, у вас, как экспертов, хочется поинтересоваться, кто, как не вы, знаете, на что обращать внимание в первую очередь? Смотрите, в первую очередь люди обращают внимание на прогулочные зоны. Безусловно, они очень важны с учетом ритма нашей жизни. Люди обязательно должны отдыхать или после работы, или перед работой, или в выходные. Для этого в нашем проекте запроектирована набережная протяженностью более километра на берегу реки с местами отдыха для детей и взрослых. Во вторую очередь, но также не менее важно, для людей, занимающихся спортом, нужны велодорожки, места для пробежек, также для велосипедов нужны парковки, ну и спортивные площадки. Опять же, немало важны места для прогулок с детьми и места для прогулок людей преклонного возраста. Потому что существует достаточно много научных исследований, которые показывают, как прогулки и свежий воздух важны для физического и психологического состояния человека. Ну, я часто слышу, что люди при выборе квартиры руководствуются тем, какой у меня будет вид из окна. Да? Действительно ли вот этот пункт так важен? Конечно, это очень важно. Хороший вид из окна влияет на наше психическое, физическое и эмоциональное здоровье, в том числе и, возможно, даже на учебу, результат учебы детей. В ЖК «Ленские высоты» более 80% видовых квартир на реку. Прекрасный вид из окна, но вообще картина из окна, она действительно влияет очень сильно на нашу с вами жизнь. Учеными из Великобритании было выявлено, они пришли к заключению, то, что продолжительность жизни увеличивается на 2 года. Мало того, что они пришли к выводу, то, что прекрасный вид из окна может бороться со стрессом и болью, что в нашем современном ритме жизни очень, очень важно. Да. Плюс на самом деле очень важно и такой критический момент есть в благоустройстве территории. Мы знаем, что в Якутии это проблемная зона, с которой мы сейчас работаем. Мы сейчас уже ведем переговоры с компанией, которая будет заниматься благоустройством в нашем жилом комплексе. И уже в этом году будут высаживаться саженцы, которые будут благоустраивать, которыми будут благоустраивать наш жилой комплекс при вводе в эксплуатацию. И это очень важно, в том числе для хороших видовых характеристик из окон каждого человека. Но есть еще такое понятие, как роза ветров. Да? Если коротко, что это такое, что это из себя представляет, и действительно ли ее учитывают застройщики при проектировании домов? Да, действительно, это очень важное и хорошее понятие. В нашем комплексе «Роза ветров» учитывается с учетом того, что мы находимся на берегу реки. Она очень позитивно сказывается на микроклимате во всем жилом комплексе. Что делает, в принципе, «Роза ветров» и направление ветров? Они делают
воздух чище, с учетом того, что мы находимся в самой, ну, назовем это так, продуваемой части Якутска. Зимой у нас практически нет тумана, а летом, с учетом того, что близко вода, есть легкий ветерок, практически нет пыли и, соответственно, просто дышится легче. И плюс, опять же, нашему благоустройству, которое будет выполнено во всем комплексе, оно будет поддерживать и поддерживаться влажностью воздуха от реки и существующей розы ветров, что благотворно скажется на жизни людей. Угу. Что ж, Да, я хочу еще дополнить про чистый воздух. В зеленых проектах архитекторы стараются разделить, получается, жителей и машины. У нас в комплексе машины не стоят во дворах. Они у нас, то есть для них предусмотрены специальные места, это теплые паркинги внутри комплекса. Получается то, что дворы без машин, это очень экологично и безопасно. Безопасно, да, согласна. Ну, хорошая тема, зеленые проекты, да, мы поговорили о положительных сторонах, да, на что стоит обращать внимание, есть ли какие-то, возможно, подводные камни? Наверное, в экологичных проектах стоит обращать внимание на такую важную деталь, как инфраструктура, потому что если взять максимально экологичные проекты, то они располагаются, наверное, в глухом лесу, не имея никакой инфраструктуры, ни социальной, ни коммерческой, ни транспортной. То есть люди живут на природе. Вот. Проект, которым мы занимаемся, находится максимально в центральной части города, однако он совсем рядом расположен с транспортной инфраструктурой, будет иметь свою социальную инфраструктуру в виде 4 детских садов и 2 школ. Также будет своя коммерческая инфраструктура, которая людям поможет экономить большое количество времени, а соответственно и денег, или же помогать больше отдыхать. Есть такое понятие, как рекреационная инфраструктура, о которой мало кто задумывается. Это как раз комплексность, наличие мест, где люди могут отдохнуть и восстановиться после действительно напряженного ритма жизни, который сейчас имеет место быть. Айсена, Евгений, спасибо вам большое, что еще раз напомнили нам, как важна экология при выборе жилищного комплекса. Вам спасибо. Нам всегда радостно делиться с телезрителями новой и полезной информацией. И хотим сказать, что наш офис всегда работает для всех интересующихся людей. Ждем вас снова. До встречи. Ежегодно 18 мая в Якутии отмечается День подснежника. Подснежник – издревне почитаемый якутским народом цветок, знак пробуждения природы, символ победы и олицетворения надежды после холодной и долгой зимы. Недаром подснежник называют храбрым цветком весны. Сам факт, что под снегом прячется это весеннее творение природы, уже делает образ подснежника полным загадок и тайн. И на эту тему поговорим с кандидатом биологических наук, доцентом, руководителем отдела природной флоры Якутии Саргаланой Борисовой. А беседа будет через прямое включение с нашим корреспондентом Аэлитой Стручковой. Аэлита, доброе утро! Доброе утро, студия, доброе утро, телезрители. Мы находимся в ботаническом саду СВФУ, и наш сегодняшний собеседник Саргалана Захаровна. Саргалана Захаровна, доброе утро. Доброе утро. Ага. Но сегодня мы поговорим, да, про подснежники. Вот мы видим, да, то, что они тут растут. И расскажите, пожалуйста, да, какие растения называют подснежниками? Подснежниками называют совершенно разные растения, зацветающими рано весной. В ботанике подснежниками называют маленькие луковичные растения галантусы из семейства амарилисовые, которые растут на Кавказе, в Крыму и на западе нашей страны. А в Якутии подснежниками называют растения семейства лютиковые, научно называют их прострелы. В Якутии растет у нас 5 видов, а в центральной Якутии, в окрестностях города Якутска, у нас самый популярный – это прострел узколистный, с желтыми цветами, которые вот рано весной нас радуют своим цветением. Ага, хорошо, но мы видим еще далее, да, вот фиолетовые цветы. Сейчас мы вам покажем. Ага, и
Вот чем обусловлено, да, вот разные цвета у нас, например, в Якутии, да, в разных улусах разные цвета. Вот чем это обусловлено? Это вид, да, такой? Ну, в Центральной Якутии у нас самый распространенный вид – это прострел узколистный с желтыми цветами, а на западе, востоке, на севере, южнее растут синецветковые виды. Очень близкий к желтым цветам прострелам – это прострел многонадрезанный. Вот мы сейчас видим перед нами, да? Он растет тоже очень широко в Якутии, отличается только цветом окраски цветков. На границе прострела узколистного и этого многонадрезанного очень много таких пограничных окрасок. От темных фиолетовых, синих до белоснежных цветков. Но это два вида. Желтый – это узколистный, а синими цветами – это многонадрезанный. И гибриды между ними. Хорошо. Так, а какие полезные свойства, да, все-таки у этого растения? Ну, во-первых, это декоративное растение. А в народной медицине его раньше использовали как лечебные свойства, как от ревматизма, от боли разных, но это в народной медицине. Надо знать, что свежие растения под прострелов ядовиты. И поэтому на прогулке с детьми помните, что срывать растения, тем более брать в рот, их категорически нельзя. Токсины, которые содержат это вещество растения, вызывают воспаление кожи, а также ожоги слизистых покровов. Да, и напомним, да, все-таки, что это краснокнижное растение, да, и поэтому лучше не срывать, лучше, наверное, сфотографировать просто, да, на память. Угу. Так, но можно ли вырастить эти растения самим? Прострелы хорошо выращиваются из семян. Семена созреют уже у нас в июле. Можно их собрать и посеять в грядку или посеять где-то уже осенью, в августе, сентябре. Можно, конечно, семена хранить, но всхожесть будет уже ниже. Цвести выращенные из семян растения будут уже на третьем году жизни. И живет не очень долго, там 20-30 лет один кустик может прожить. Хорошо, спасибо большое за информацию, да, было полезно узнать. Ага. Ну, мы вам желаем, да, студии и телезрителям удачного дня, несмотря на то, что пасмурно, да, но пусть день пройдет у вас все хорошо. Большое спасибо, Аэлита. Очень было интересно послушать про то, какие у нас замечательные подснежники. Узнали, правда, много нового. Ну и еще раз, конечно, отметим, что срывать ни в коем случае подснежники нельзя. Нужно просто ими любоваться. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Минфин выступил за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке. К 2030 году она должна составлять 8%, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков. На наш взгляд, 22% – это чрезвычайно низкая ставка, и она требует только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать не сразу, а поэтапно, сказал он. Минфин России также планирует повысить до 12% льготную семейную ипотеку для семей с 2 несовершеннолетними детьми. В России могут ужесточить продажи сим-карт. ФСБ обсуждает с Минцифрой ужесточение продажи сим-карт. Для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается 3 варианта покупки. Первый по биометрии, второй только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях Почты России, третий с помощью приложения «Госключ». Единый день для участников специальной военной операции прошел в Усть-Алданском улусе. На мероприятии улусные центры занятости населения и психологической помощи встретились с бойцами СВО и членами их семей.
где в течение дня дали советы по восстановлению организма, рассказали, какие санатории существуют, также сообщили, какими льготами участники боевых действий смогут пользоваться. И помимо всего, Центр занятости населения готов курировать тех, кто хочет найти работу или начать свой бизнес. По возможности, по желанию граждан мы проводим профессиональное обучение, переподготовку, дополнительное профобразование и по итогам с гарантией трудоустройства. И на вахтовые работы, на промышленные организации республики. Также по программе самозанятости предоставляем субсидию в размере 150 тысяч рублей. Это с гарантией организации самозанятости. В связи с потеплением в Нюрнгринском районе на водоемах тронулся лед. Наступает время нереста рыбы. Для откладывания икры и размножения не должно возникать никаких препятствий со стороны человека. Логичным шагом для этого стало введение определенных запретов и правил по вылову разновидностей добычи. Так, в Якутии и, в частности, в Нюрнгринском районе ежегодно с 15 мая начинается месячник запрета на исполнение сетных орудий лова при рыбалке. А также с 20 мая по 20 июня будет введен запрет на добычу ленка, хариуса, тайменя любыми орудиями лова. Сейчас идет нерест, рыба поднимается с зимовальных ям на свои нерестилища, поэтому убедительная просьба к жителям Нюрнгринского района воздержаться от рыбалки, дать рыбе спокойно отнереститься, нагуляться, откормиться, ну и дать ей размножиться, оставить рыбу для будущих поколений. За незаконную рыбалку, за установку сетей предусмотрено наказание Кодексом о административных правонарушениях, часть 2, статья 8.37, предусмотрен штраф, а также нарушитель обязан будет возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. Житель Якутии Семен Рахлеев запечатлел на видео стаю белых журавлей, которые остановились на отдых недалеко от села Уолба Татинского района. Стерх или белый журавль – редчайший вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги, а также Красной книги России. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем хорошего дня и оставайтесь с нами. Бывает так, что один человек начинает хорошее дело и при этом заражает примером других людей. В итоге получается такое, что хранит в себе историю и передается из поколения в поколение. Таким человеком был Дмитрий Алексеевич Лебедев, который по крупицам начал собирать экспонаты, рисовать диорамы и уже в 1977 году в Чекурдахе открыл музей, который работает и пополняется до сих пор. Сегодня мы познакомим вас с отделом этнографии Алайховского музея природы, тундры и охотничьего промысла имени Дмитрия Лебедева. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы находимся в Алайховском музее природы, тундры и охотничьего промысла имени Дмитрия Алексеевича Лебедева. Сейчас мы находимся в отделе этнографии. Мы хотим представить экспозицию охотничьего и рыбного промысла. Перед вами представлена лодка «Ты», ветка, на которой наши рыбаки и охотники рыбачили и охотились. Также здесь представлены охотничьи ружья. И основное здесь дальше мы продвигаемся, видим диораму, экспозицию, как наши предки ездили на собачьих упряжках. Это был основной транспорт вплоть до 80-го года. И в основном здесь мы видим, что управляет упряжкой хозяин, охотник и передовик. Впереди бежит передовик. Здесь также представлена экспозиция эвенской культуры. Здесь мы видим орудия обработки шкуры, одежду эвенскую, долганскую одежду мы видим. Здесь уже более современно, но тоже также красиво украшена бисером. Работа Сергущевой Анастасии Константиновны. Кстати, вот этот экземпляр одежды тоже сделан, шит мастерицей нашей Анастасией Константиновной. Так, дальше здесь мы видим, как раз представлена утварь, как раз промышленники, купцы привозили в обмен на
пушнину, на мамонтовую кость, на бивни, обменивались как раз своим товаром. Здесь мы видим самовары, чайники медные, швейная машинка. Это вот экспозиция о русском устье. Также здесь представлена экспозиция эвенской культуры. Как раз мы видим, как эвены едут на праздник, украшают голову оленя бисером, бисерным украшением красивым. Женщины одеты в кафтан, передник видим. Мужчины, конечно, одеты уже, мы знаем, здесь у нас тундра ветрами, да, тундра обветривается, поэтому здесь уже чукотский покрой одежды, здесь нет такого кафтана, то есть одевается сверху, да, одежда меховая. Ребенок одет, мы видим, одет комбинезон. Очень и традиционный, да, очень функциональный комбинезончик. И рукавицы не надо просто вдевать, да, туда ручки свои. И шапочки традиционно одеваются в такие, шьют такие рожки, мы видим, да. Здесь представлено жилище эвенское, это зимний. И там уже как раз с правой стороны мы видим летний тордох. Так, здесь также представлена, мы видим, коллекция и работы, и коллекция нашего уважаемого Петрова Иннокентия Иннокентьевича. Его работы выполнены из бивни и чароитов, да, поделочных материалов. И его коллекция, которую он собрал в Центральной Якутии. Музей был официально открыт 6 ноября 1977 года под руководством старшего хатоведа Дмитрия Алексеевича Лебедева, ставшего общественным директором музея. В первоначальном виде экспонаты музея представляли собой выставку коллекций чучел птиц и животных тундры, предметы обихода коренных народов Севера, останков мамонтовой фауны, документов по истории района и книг. Музей является своеобразной визитной карточкой Улуса. О нем знают не только в Республике Саха-Якутия, России, но и далеко за ее пределами. Экспозиции музея размещены по 3 отделам музея: отдел истории, отдел природы и отдел этнографии. Директор музея Лебедева Алена Дмитриевна продолжает дело своего отца Дмитрия Алексеевича, поэтому, когда будете в Чукурдахе, обязательно посмотрите на эти замечательные экспонаты. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас подошли к тому моменту, когда вручим подарок, определим человека, которому он достанется. Я напоминаю, что у нас был вопрос в нашем телеграм-канале, звучал он таким образом, он был вообще на внимательность. Вчера у нас была гостья, и мы разговаривали про общение в социальных сетях. Да. И вопрос был такой: какое приветствие нельзя использовать в общении с вышестоящим по рангу? Было очень много ответов, в том числе нам понравился очень ответ «здорово». То есть, ну, это действительно нельзя так говорить, но согласно нашей вчерашней передаче, приветствие звучит следующим образом: «Доброе утро». Эту фразу нельзя использовать с вышестоящим по рангу. И победитель у нас становится Дмитрий, которого мы поздравляем, свяжемся с ним после эфира и обязательно вручим его подарок. Да, напоминаем, что подарок у нас сегодня вот такой сертификат от замечательного ювелирного дома компании «Керге». Так что, Дмитрий, мы вас поздравляем. Участвуйте, дорогие друзья, и в следующий раз обязательно вы сможете быть обладателем приза. Для этого нужно быть подписанным на наш телеграм-канал, быть в курсе всех последних новостей и всегда, чтобы быть в хорошем настроении. И желаем вам, конечно, отличных выходных. Начинайте каждое утро рабочей недели с нами. Я загрущу, ну а ты рассмеешься по-разному. Все с тобою у нас. Знаю, ко мне все равно ты вернешься, хоть мне нелегко в разлуке сейчас. Быстро закрутилась в небе веретено. Только все равно я огонь, ты вода, где слова, там песни, там где ты, там и я, словно тени свет. Я огонь, ты вода, но опять вместе, там где ты, там и я. Хочешь или нет, хочешь или нет. Нет между нами ни грусти, ни боли, ведется
тобой нас ниточка нить. Пусть далеко ты, но все в нашей воле, а значит с тобой нас не разлучить. Быстро закрутилась не веретено, только все равно я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять вместе, там где ты, там и я, хочешь или нет. Я огонь, ты вода, где слова там песни, там где ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять вместе, там где ты, там и я, хочешь или нет, хочешь или нет. Вместе мы пройдем огонь и воду, снова приведут все пути домой. Отпустил меня ты на свободу,